между командами из разных регионов. Участие в конкурсе приняли более 17 500 школьников из 85 регионов России. Командами отснято более 3000 видеооткрыток. Победители уже известны, но участников конкурса еще ждет сюрприз в конце нашего мероприятия. Друзья, сегодня с нами на связи глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев. В скором времени он к нам уже подключится. Ребята, приветствую всех, кто к нам подключился. Связь у нас прекрасная, все меня слышат. Ребята, с нами на связи победители в старшей возрастной категории. Протопопова Василиса, капитан команды Дюпсюн.ру из Усть-Алданского района села Дюпся, Республики Саха-Якутия. Предлагаю посмотреть фрагмент видеоролика этой команды. Также с нами на связи Савастьянов Михаил, команда «Легион» города Иркутск, из Иркутской области. Предлагаю также посмотреть фрагмент видеоролика этой команды. Выходные соберемся и рванем на Байкал. Он красивый, даже если лед пока что не стал. В январе сюда поедем прогуляться по льду. Он прозрачный, как стекло, и все то на виду. Анкара не замерзает, здесь у нас круглый год. Из Байкала к Енисею свои воды несет. А мы за город рванем, за самой лучшей горой. Если есть у тебя тюб, то ты самый крутой. Берем лыжи и до леса лыжню покорять. А еще можно на велике по снегу гонять. Василиса, здравствуй. Первый вопрос тебе и твоей команде. Расскажи, почему вы решили принять участие в этом проекте и в чем ценность для вас участия в мероприятии? Здравствуйте, уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемая Варвара Альбертовна, дорогие организаторы и победители самого масштабного проекта «Смотри, это Россия». От имени всей моей команды Dupsyn.ru пламенный привет! Мечта моей команды – это представление нашей малой родины Дюпся по всей России, показать зимний труд людей, детские забавы и прелести природы. И эта мечта сбылась. За это всем организаторам и тем, кто за нас проголосовал, большое спасибо. В такое трудное время, во время пандемии, мы смогли увидеть и узнать много интересного и познавательного о зимней красе всей России. Конкурс дал нам новые знакомства, креативные идеи и множество впечатлений. В этом и заключается ценность этого проекта. Слова благодарности хотим выразить нашему Ильдархану Айсену Сергеевичу за содействие и помощь в реализации данного проекта. Мы желаем конкурсу процветания, новых взлетов и хотим, чтобы конкурс состоялся ежегодно. Пусть все ребята России живут в мире и согласии. Вместе мы – сила. Спасибо. Спасибо, Василиса. Теперь вопрос Михаилу. Михаил, смотрели ли вы видеооткрытки ребят из Якутии и что нового узнали о нашей республике? Здравствуйте! Мы очень рады, что приняли участие в конкурсе «Смотри, это Россия». Да, мы просмотрели все видеооткрытки участников из Якутии. Принимая участие в данном конкурсе, мы даже не догадывались, как сильно отличается времяпрепровождение зимы в разных регионах России. Для нас было откровением узнать о необычных зимних забавах и праздниках в Якутии, как колоритно и интересно их проводят. Например, праздник подледной рыбалки Мунха. Мы впервые участвовали в конкурсе такого масштаба и были очень приятно удивлены, когда узнали, что наша работа понравилась такому большому количеству людей. От лица всей нашей команды хочу поблагодарить организаторов конкурса, главу Республики Саха-Якутия Николаева Айсена Сергеевича за возможность поучаствовать в данном мероприятии, за возможность проявить свои творческие навыки
показав всей стране наш регион и узнать много нового о других регионов нашей Родины. Спасибо. Спасибо, ребята. Мы еще раз поздравляем вас с победой. А я хочу напомнить, что согласно правилам конкурса путем открытого голосования на сайте «Смотри, это Россия» были выбраны 6 команд победителей. Это 3 команды в номинации «Открытки из Якутии» и 3 команды в номинации «Открытки для Якутии». Проект приобрел федеральный масштаб. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке якутской инициативы Министерства просвещения Российской Федерации. И с нами на связи директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвета России Наталья Александровна Наумова. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, уважаемая группа, здравствуйте, уважаемые ребята. Удивительная задумка, прекрасный проект. Фактически Якутия объединила ребят по всей стране. И идея просто невероятно классная, поэтому я хочу всех ребят, которых сейчас вижу на связи, поблагодарить. Вы большие молодцы, вы такая, знаете, точка роста, трамплин реализации интересных идей, которые потом поддерживают ребята по всей стране. И самое главное, вы выбрали тему любви к собственному отечеству, которая близка каждому подростку, который, находясь в своем регионе, может тему эту поддержать. Это, знаете, как запущенное солнце, которое прошло вокруг планеты, вернулось к вам, собрав массу различных интересных идей от ребят со всей Российской Федерации. Я хочу поблагодарить главу региона за поддержку и реализацию такого проекта. Это очень значимо, когда лидеры возглавляют такие проекты. И очень кратко хочу рассказать о перспективах развития. Но прежде всего, в 2021 году мы готовы поддержать со своей стороны информационно этот проект. По поручению президента и правительства Российской Федерации у нас есть большой национальный проект образования. И с 2021 года внутри проекта национального образования появляется федеральный проект «Патриотическое воспитание». Поэтому, ребята, мы приглашаем вас к участию в этом проекте. В проекте предусмотрено выделение грантов на реализацию различных интересных мероприятий, выделение грантов, проведение конкурсов «Большая перемена». Это большой конкурс, который реализует администрация президента, где включаются ребята с активными социальными инициативами. Стартует в следующем году этот конкурс 28 марта, поэтому внимательно смотрите интернет и средства массовой информации. Я уверена, что среди вас масса потенциальных участников этого интересного конкурса, тем более, что победители, финалисты, полуфиналисты, у нас финалы проводятся на базе Центра российского Артек. Дальше это работа между различными структурами, всероссийские онлайн-уроки, гражданско-патриотические акции и проведение различных мероприятий. Поэтому будем держать вас в курсе, приглашаем к реализации этого проекта. В заключение хочу сказать еще раз, вы большие молодцы. О том, что имя своей родины малой, имя своего региона, знаете, так вот, как самый яркий луч в этом проекте пришел из региона, который, казалось бы, скован льдами, снегом, а оказался таким солнечным, позитивным, с такими прекрасными ценностными ориентирами. Спасибо большое, ну и желаю победителям и участникам новых творческих идей и их реализации. Спасибо. Спасибо, Наталья Александровна. А сейчас я предлагаю вернуться к общению с победителями нашего конкурса. С нами на связи Ксения Венгер, команда «Малиновские холопы» из поселка Малиновка Кемеровской области, а также Алексеев Алексей, команда «Наша седьмая» из города Якутска, Республики Саха-Якутия. Это победители в средней возрастной категории. Давайте посмотрим фрагменты роликов команд и первый отрывок из ролика команды «Малиновские холопы». Так прикольно у вас тут. А что еще есть такого? А мы очень весело на санках катаемся. А еще мы ходим в лес и катаемся с горы на лыжах. А что еще у вас есть такого прикольного? А мы на валенках в хоккей играем на озере.
Спасибо. И давайте посмотрим второй фрагмент ролика команды «Наша седьмая». Только здесь мы можем танцевать наш традиционный танец осохой даже посреди зимы. Только у нас, идя с другом до автобусной остановки, мы можем его потерять. Только у нас зимой балкон превращается в холодильник. Наши дети настолько суровые, что играют в футбол не только летом, но и зимой в минус 50. Мы находимся на севере, но не мерзнем. Это у нас 6 месяцев зима, это у нас минус 40, а летом плюс 40. Это он, наш Якутск, центр России. Спасибо. И, Ксения, вопрос вам. На вас лежала довольно-таки ответственная миссия представлять Кемеровскую область на всю страну. Расскажи, пожалуйста, как вы готовились к съемкам и что запомнилось больше всего? Всем здравствуйте. Чтобы провести съемки, нам нужно было ехать в лес, ездить в бассейн, на дачу, на озеро, чтобы снять ролик. Мы получили кучу эмоций и очень хороших эмоций. Мы сплотились и сдружились. Нам было весело и радостно. Спасибо, Ксения. Ну а сейчас с нами на связь присоединяется глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Благодаря вашей поддержке конкурс состоялся и приобрел действительно всероссийский охват. Расскажите, почему вы решили поддержать эту инициативу и ожидали ли вы, что проект достигнет такого размаха? Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья. Я очень рад вас сегодня приветствовать, поздравить всех с наступающим Новым годом. Конечно же, в первую очередь поздравляю победителей конкурса. Вы знаете, вообще всех ребят поздравляю, которые приняли участие в этом конкурсе, в этом проекте, за активность, за любознательность, за любовь к своей стране. Вы знаете, когда была идея предложена представителями, активистами якутских молодежных движений такой конкурс провести, я сразу поддержал. Я понимал, что в этой идее явно что-то очень такое хорошее, большое, светлое есть. Но вы спрашиваете, ожидал ли я такого успеха? Честно скажу, что нет. Потому что сегодняшние цифры говорят сами за себя. Больше 17 тысяч участников из всех, без исключения регионов страны. 3000 конкурсных работ, более 200 тысяч человек участвовало в голосовании. Но на самом деле это совершенно потрясающий результат. Я искренне благодарю всех участников, родителей благодарю детей, самих школьников благодарю, которые в это крайне непростое время пандемии смогли организоваться и на самом деле такие замечательные ролики сделать. Вот вы знаете, когда я смотрел видеооткрытки якутских команд, мне было очень приятно, я сразу вспоминал свою юность, свое детство, это вот все как раз оттуда, лес, вот наши зимние просторы, трескучие морозы. Уверен, что такие же чувства сейчас испытывают все те, кто смотрят вот эти видеооткрытки со всей страны. Вы знаете, вот когда мы обмениваемся такой информацией со всех краев страны, страна наша становится сильнее. Мы не до конца понимаем, в какой огромной, какой великой стране мы живем. И вот когда наши дети общаются, когда вот вы через посредством уже современных коммуникаций обмениваетесь прекрасными такими видеороликами о своем крае, о своей природе, вы знаете, еще раз говорю, что ребята из других регионов, они, конечно же, то же самое начинают понимать и Якутию, начинают понимать Кавказ, центральную Россию, север. И от этого наша страна только выиграет. И вот это и называется настоящий патриотизм. Я уверен, что вот как раз такие мероприятия, такие проекты, они помогают воспитанию настоящего истинного патриотизма. Бывает так, что там, знаете, многие говорят, да зачем это нужно, и так далее. Но поверьте мне, это очень нужно. Это нужно вам, нужно вашим родителям, нужно вашим городам, селам, нужно вашим регионам и нужно всей нашей великой стране. Поэтому еще раз огромное спасибо. Я считаю, что замечательно
то, что вы участвовали. Уверен, что и в дальнейшем вот такие проекты будут реализовываться в нашей стране, которые будут помогать воспитывать настоящих патриотов России. Спасибо. Спасибо, Айсен Сергеевич. Действительно, проект стал очень масштабным, но главным его результатом стало укрепление единства нашей страны. Айсен Сергеевич, предлагаю продолжить знакомиться с нашими победителями, участниками. Мы продолжаем знакомиться с командами из средней возрастной категории. И, Алексей, теперь вопрос к тебе. Предыдущие участники говорили, что конкурс «Смотри, это Россия» – это возможность показать молодым людям все разнообразие нашей страны и возможность взглянуть на нее другими глазами и влюбиться в свою родину заново. Расскажи, что нового узнали вы из видеооткрыток других регионов и поменялось ли ваше отношение к жизни за пределами Якутии? Всем добрый вечер. Меня зовут Алексеев Алексей, и я ученик 5 Д класса средней общеобразовательной школы номер 7 города Якутска. С 2000 года в нашей школе работает РДШ «Димси». Это российское движение школьников, и благодаря этому мы узнали об этом конкурсе. Было интересно наблюдать за разными городами и селами. Увидел много достопримечательностей, историй, происхождений городов и так далее. По сравнению с Якутией, другие регионы намного теплее. Много развлечений. Например, кататься на коньках, на санках, кидаться снежками и просто гулять по городу. Например, мы не можем кататься на коньках в минус 45 или в минус 50 градусов. Но, несмотря на все различия, нас больше объединяет, чем различает. Спасибо большое организациям за этот конкурс. Также хочу поблагодарить всех, кто за нас голосовал. Спасибо. Спасибо, Алексей, и тебе. Конкурс действительно сделал российские регионы намного ближе друг к другу, и мы надеемся, что эти дружеские связи будут только укрепляться. К сожалению, не все руководители регионов, победителей смогли сегодня к нам подключиться, но губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев записал для вас, ребята, видеообращение. Давайте посмотрим. Уважаемые участники конкурса «Смотри, это Россия». Я вас поздравляю с завершением этого конкурса. В конкурсе участвовало 17 тысяч человек. Было отправлено 3000 предложений. Я поздравляю команду победителя, команду «Ольга» из поселка Малиновка Калтанского городского округа. Желаю всем участникам хорошего настроения, здоровья и успешной встречи Нового года. Спасибо Сергею Евгеньевичу. Все 85 субъектов России поддержали данный проект. Сегодня с нами на связи исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Татьяна Владимировна Цимпилова. Это один из регионов-победителей, активно поддержавший проект. Уважаемая Татьяна Владимировна, здравствуйте, вам слово. Доброго времени суток, дорогие ребята, уважаемый Айсен Сергеевич. Действительно получился потрясающий конкурс, замечательные открытые работы ребят, которые позволили, наверное, каждому ребенку очутиться, находясь в расстоянии 9000 километров у своих сверстников в гостях. И все мы знаем, что на территории Российской Федерации проживает более 180 народностей и национальностей, у каждого своя культура, свои особенности, и не все, к сожалению, мы друг о друге знаем. А ребята, благодаря этому конкурсу замечательному, получили возможность познакомиться с культурой друг друга, показать свою культуру. И то, как они снимали свои открытки, какую душу вкладывали в эти открытки и с какой гордостью рассказывали о своей малой родине, это, наверное, дорогого стоит. Это в первую очередь огромная заслуга ваших родителей, ваших педагогов, в ваше патриотическое воспитание. И вот эту свою любовь к малой своей родине, к России надо сохранить до конца своей жизни.
И благодаря этой любви Россия будет всегда процветать и всегда будет впереди. Вместе мы с вами действительно сила. И вместе, когда мы вот в такой дружной команде, нас никто никогда не сможет победить. Забайкальский край действительно поддержал вместе с главой региона, с Александром Михайловичем Осиповым этот замечательный конкурс. И пандемия не помешала провести этот конкурс на вот таком масштабном уровне. Она, наверное, даже помогла, потому что она стерла все границы. Благодаря тем гаджетам, современным технологиям, которыми молодежь владеет сегодня лучше, чем мы с вами, да, взрослые, это стало возможным. Ребята, поздравляю всех вас, дерзайте, творите, любите свой край, любите свою родину, растите дальше, покоряйте новые вершины, а мы, как органы власти, будем поддерживать любые ваши начинания. И поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы в Новом году у вас появлялись все новые и новые идеи, и чтобы вы их воплощали в жизнь. Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за подключение. Мы знаем, что у вас очень плотный график, и вы вынуждены отключиться. Спасибо, хорошего вам дня. А теперь давайте передадим слово самым юным победителям конкурса. С нами на связи Архипов Никита из команды «Алмазики». Предлагаю посмотреть видеоролик. Наши мамы выстиранное белье любят вывешивать на улице. И белье, конечно, сразу же замерзает. Зато потом, когда заносим в дом, идет морозный запах, от которого мы балдеем. Якутские дети обожают есть мороженое в мороз. Вот так мы проводим зимние дни. В конце хотим сказать, что наша якутская зима прекрасна. Она просто завораживает своей красотой. Все вокруг блестит, переливается миллионами алмазиков. Это был ролик команды «Алмазики» из города Покровска, Республики Саха-Якутия. Ну а теперь предлагаю познакомиться с роликом Аюши Аюровича Дугаржапова из команды «Дружба», поселка городского типа Магой-Туй Забайкальского края. Этот камень называют чаша Чингисхана. По-другому это камень-котел. Люди часто сюда приезжают, они фотографируются, обходят вокруг, вешают хадаки, чтобы им жилось хорошо. Здесь тепло, хотя сейчас зима. А здесь на камне есть огромный след великана. Мне кажется, великан, который наступил здесь, играл и поставил бывший камень сюда. Никита из команды «Алмазики» города Покровск, Республики Саха-Якутия. Тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, вы с ребятами вообще рассчитывали на победу или для вас это стало неожиданностью? Добрый вечер. Участники и организаторы конкурса «Смотри, это Россия». Мы учащиеся третьего класса Покровской школы номер 1. Ангарского уруса. Видеооткрытку «Якутская зима» мы снимали для наших друзей из Ярославской области. Старались показать нашу обычную жизнь и как проводить свое свободное время. С голосованием, наверное, следили наши родители. Мы очень удивились и обрадовались, когда узнали, что мы стали победителями. Спасибо всем, кто поддержал и голосовал за нас. Организаторам за возможность обучиться и узнать, каким бывает зима в разных регионах нашей огромной страны. С наступающим Новым годом! Саначунан, саначунан! Уруй айхал! Молодцы, ребят, спасибо. А теперь вопрос Аюши из Забайкальского края. Аюши, а вы когда поняли, что победа ваша? Привет организаторам, участникам и победителям.
Когда шло голосование, мы переживали и волновались. Но когда узнали о своей победе, нашей радости не было предела. На съемку видеоролика у нас ушло 3 дня. И это были одни из самых веселых дней, потому что все друзья были рядом. Спасибо нашим родителям и тем, кто поддерживал наш ролик. От всей команды мы хотим поблагодарить организаторов. Желаю им и всем здоровья, успехов в учебе, хороших оценок. Пускай вы путешествуете по своей стране, потому что она очень большая и самая лучшая в мире. Спасибо, Аюше, спасибо, ребята, вам всем за эмоции. Друзья, скоро Новый год, время чудес. В начале встречи мы озвучили, что вас ждет сюрприз, и пришло время озвучить, в чем же дело. Передаю слово руководителю Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» и официальному организатору конкурса Варваре Альбертовне Васильевой. Варвара Альбертовна, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья, дорогие ребята. Я очень рада приветствовать вас от имени организаторов Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Мы очень рады, что наш проект стал таким масштабным. Мы охватили абсолютно все регионы России. Работы, конечно, было очень много, но тем не менее мы смогли это сделать. Вы все большие молодцы. Давайте мы с вами себя похлопаем, ребята, потому что это огромная победа для всех нас. Да? От имени всех нас я хотела поблагодарить нашего главу Айсена Сергеевича Николаева за постоянное трепетное внимание к начинаниям наших детей, за поддержку, за всю ту любовь, которую мы отдаем от имени нашей республики. Конечно же, я хочу еще слова благодарности сказать нашему министру образования и науки Якутии Михаилу Петровичу Сивцеву. Проект, как вы до этого слышали, поддержали Министерство просвещения Российской Федерации, Росмолодежь Российской Федерации, Российское движение школьников и все регионы России, 85 регионов Российской Федерации, что очень замечательно. Так как поступило очень большое количество видеороликов, мы решили, что при поддержке главы будут учреждены еще призы зрительских симпатий для 6 команд. Команды зарегистрированы от Республики Саха-Якутия. Прямо буду называть, а вы постарайтесь всех запомнить. Хорошо, ребята? Младшая возрастная группа от 6 до 10 лет. Команда «Дети земли Олонхо». Видео под названием «Зимние забавы в Якутии». Поселок Нижний Бестях, Республика Саха-Якутия, 1655 голосов. Средняя возрастная категория 11-15 лет. Команда «Ирдель». Видео «Счастье родиться в Якутии». Село Амга, Республики Саха-Якутия, 1169 голосов. Старшая возрастная группа 16-18 лет. Команда «Лик». Видео «Время путешествий города Алдана, Республики Саха-Якутия», 559 голосов. И команды, зарегистрированные от регионов Российской Федерации. Младшая возрастная категория 60 лет – это команда «Чарас». Видео «Привет с Горного Алтая», Усть-Кан, Республика Алтай, 3357 голосов. Средняя возрастная категория 11-15 лет. Команда «Про Зауралье». Видео «Путешествие по Зауралью». Город Курган, Курганская область, 2424 голоса. И старшая возрастная группа 16-18 лет. Команда «Уракша». Видео Республика Бурятия, простите, город Улан-Удэ, Республика Бурятия, 1329 голосов. Вот эти ребята, они награждаются определенными призами, зрительских симпатий, могут обратиться к нам, организаторам, мы выйдем на каждого индивидуально. Также мы хотим отметить от имени всех организаторов команды Ростовской области и Санкт-Петербурга за очень активное участие в нашем конкурсе. Ребята, вот эти команды как раз-таки показали интересные проекты, которые могли бы быть оценены еще, конечно, выше, да? Всем участникам и всем, кто нас поддержал, огромное спасибо от души. Берегите себя и давайте знать больше друг от друга. Почему? Потому что наша Россия настолько большая, что мы должны
хотя бы знать о том, где мы живем с вами, о своей малой родине. И, конечно же, делиться теми впечатлениями, которые могут подарить наша малая родина. Всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, успехов и, конечно же, сбычи меч, дорогие ребята. Спасибо! Спасибо, Варвара Альбертовна. Хочу сказать командам, получившим приз зрительских симпатий, что в ближайшее время с ними обязательно свяжутся организаторы конкурса, чтобы выяснить все детали для передачи призов. А я напоминаю, что именно по инициативе ребят из якутских детских движений и при поддержке главы Республики Саха-Якутия Айсены Николаевой в октябре этого года был запущен первый всероссийский видеокроссинг «Смотри, это Россия». Главная цель проекта – познакомить тех, кто живет за тысячи километров друг от друга, и сделать самые отдаленные города ближе и понятнее. Напомню, что суть конкурса «Смотри, это Россия» в обмене видеооткрытками между командами из разных регионов страны. Участие в конкурсе приняли более 17 500 школьников из 85 регионов России. Командами отснято более 3000 видеооткрыток. И на этой ноте я попрошу Айсена Сергеевича завершить нашу сегодняшнюю встречу. Айсен Сергеевич. Дорогие друзья, думаю, что вы со мной согласитесь в том, что сегодня мы все получили очень эмоциональное, яркое, такое красочное подтверждение необходимости нашего конкурса. В нашей республике, во всех регионах страны он на самом деле привлек к себе тысячи и тысячи школьников, объединил их. На самом деле помог всем нам еще раз понять, какая же у нас огромная, прекрасная страна Россия. Вы знаете, это, конечно же, значит, что мы обязаны поддерживать конкурсы в дальнейшем. Хочу официально сказать, что и в 2021 году, и в последующие годы я считаю, что конкурс «Смотри, это Россия» должен стать регулярным событием, и он будет проходить при организационной поддержке Республики Саха-Якутия, ну и меня, конечно, тоже лично. Я искренне благодарю организаторов, всех тех, кто участвовал в конкурсе, помогал провести конкурс. Благодаря этому событию, на самом деле, мы сделали очень хороший, важный, нужный проект. И я даже не побоюсь этого слова, сделали конец этого непростого, такого, знаете, тяжелого года немножко позитивнее и светлее. Это тоже дорогого стоит. Еще раз поздравляю всех с наступающим 2021 годом. Желаю всем добра, успехов, удачи. Ну и как у нас в Якутии говорят, «Джол хоргутус хольту». Пусть всегда сопутствует вам счастье и удача. Спасибо, ребята. Спасибо, Айсен Сергеевич. И наш эфир завершается. Всем ребятам-победителям, командам-победителям я желаю дальнейших успехов. И еще раз поздравляю. Надеюсь, что в следующем году вы также примете активное участие. С наступающим вас всех Новым годом, новых успехов и побед в наступающем году. До встречи в эфире.